Доброе утро, Республика! В эфире главного национального канала программа «Новый день», 30 сентября на календаре. Меня зовут Катерина Винокурова, и на протяжении всей этой недели я и мои коллеги будем знакомить вас с интересными людьми и делиться с вами полезной утренней информацией. И если этот понедельник ознаменован для ваших родных и близких какой-то знаменательной датой или событием, то вы можете поздравить их на всю республику посредством нашего WhatsApp номера 8 914 279 2262. Ну а сегодня свои поздравления принимают переводчики. Согласитесь, сегодня это очень важная и нужная профессия. Ведь без переводчиков многие бы произведения искусств, литературы, достижения науки и техники были бы нам недоступны. А также без переводчиков, наверное, люди из многих разных стран не смогли бы общаться между собой. В России сегодня отмечается День интернета. Интернет стал сегодня неотъемлемой частью всей нашей жизни. По данным исследований, число жителей страны, пользующихся интернетом ежедневно, составляет порядка 80 миллионов человек. И это количество с каждым годом увеличивается. Лидером по проникновению интернета является, конечно же, Москва, где сетью пользуются более 70% жителей. Причем большинство пользователей, вне зависимости от возраста, считают, что без всемирной паутины их жизнь кардинально изменится. И все-таки интернет принес им больше хорошего, нежели плохого. Ну а завтра мы перевернем свои календари, будем встречать новый месяц. Порадует ли нас погодой последний день сентября? Давайте узнаем прямо сейчас. Итак, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила -1, -6 градусов. Днем ожидается до +11, +12. В Заречных утром -5, 0 градусов, днем до +8, +10. В Южных +2, 0 градусов, днем +14, +15. В Вилюйских -5, +1 градус, днем +8, +9. В Нижнеленских 1, 0 градусов, днем +2, +9. В Западных +1, +5 утром, днем +8, +13. В Колымей-Дигирских -4, +2 утром, днем от 0 до +4. В Янских -8, +1 утром, днем -2, +6. На северо-западе 0, +2 градуса утром и днем до +3, +4. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила -4 градуса. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Днем в городе Якутске ожидается +4, +6 градусов тепла. Ну а далее я передаю слово своим коллегам из службы новостей. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. В эфире новости и самые заметные события к началу этого дня. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. В конце 2020 года экологи со всего мира должны представить окончательный кодекс стандартов. Для обмена информацией, выработки стратегий и координации деятельности будет создан единый экологический сайт на разных языках. Об этом заявил основатель экологического гамбургского клуба, доктор экономических наук Александр Потемкин. Одной из причин такой инициативы послужили прошедшие в этом году крупнейшие лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке страны. Также Потемкин предлагает финансировать экологические проекты и программы не только из государственных бюджетов, но и из спонсорских фондов экологически сознательных граждан. Еще ввести социально негативный термин «эконарушитель» и присваивать его гражданам, совершающим правонарушения в экологической сфере. Кроме того, важно экопросвещение. Многие не знают ни о глобальном потеплении, ни о таянии льдов, ни о повышении содержания углекислого газа в атмосфере, даже пластики в океане.
Фонд социального страхования предупредил о новом способе мошенников. Аферисты рассылают электронные письма или звонят по телефону и рассказывают о якобы положительной выплате. Мошенники ссылаются на указ президента, в соответствии с которым каждый гражданин России и стран бывшего Союза имеет право на единовременную социальную компенсацию. При этом в письме или разговоре фигурирует не указ, а федеральный закон. На выплаты аферисты не скупятся. В одном из писем размер компенсации достигал аж 127 тысяч рублей. Получить ее можно на банковскую карту либо интернет-кошелек. Надо только зарегистрировать заявление, где указать все данные своей карты. Впрочем, как всегда. Причем сделать это нужно как можно быстрее. Мошенники предупреждают, что если до определенного срока не подать заявление, все денежные средства будут перечислены обратно в фонд страхования без права выплаты. Наш телеканал еще раз напоминает, что никому и ни под каким предлогом нельзя сообщать данные своей карты и коды, приходящие в СМС-уведомлениях. В Росстате заявили, что перепись 2020 года пройдет с применением новых технологий. Переписчики пойдут к населению уже не с бумажными листами, а с планшетами, в которых будут загружены цифровые карты. Это ускорит сбор и обработку информации на специальной платформе. Особый акцент будет сделан на интернет-переписи через портал госуслуг. Перейдем к новостям нашего региона, в столице которого на днях прошла уже вторая по счету городская акция «Раздельный сбор 2.0». Картон, макулатуру, батарейки, лампы, алюминиевые банки и пластиковые бутылки – все раскладывали отдельно. В Якутске в настоящее время работает 4 организации по вывозу вторсырья и 3 по приему и производству продукции. В программе акции состоялись мастер-классы, эко-конкурсы и фотовыставка. Каждый активист стал участником розыгрыша призов. Где-то примерно половина сырья того, что мы собираем, уезжает из пределов Якутии, то есть на перерабатывающие заводы в Хабаровска, Благовещенска. Это картон, пластиковые бутылки и так далее. А часть остается здесь на переработку, потому что у нас есть хорошая организация, это Челсир, она делает тротуарную плитку из пластика. Ну, о них уже все знают. Также есть компания Кавата, они делают утеплитель из бумаги и газет. В Преображенском кафедральном соборе Якутска встретили мощи мучениц Веры, Надежды и Любови и их матери Софии. Святыню в Якутию привезли из Рима. Мощи будут находиться в Преображенском соборе до 5 октября с небольшими перерывами. 30 сентября мощи будут в соборе до 14 часов, затем до 5 октября с 16 часов. После они отправятся в Никольский храм и Богородицкую церковь, а далее их отвезут в Валдан, Нерюнгри, Мирный и Ленск. Это одни из самых почитаемых святых ранней церкви. Мученицы, история известная. Во времена гонений на христиан жила благочестивая вдова с 3 дочерьми. И когда наступили времена гонений, особенно острых, их выдали властям. От них, в общем, требовалось, чтобы они сами отказались от веры, но они этого не сделали. Они были казнены страшно. И их мать от горя, не то что от горя, от переживания умерла на их могиле. При СВФУ, между тем, создан первый студенческий оркестр. Руководителем стал председатель общественной организации «Союз музыкантов Якутии» Андрей Дедюкин, а Союз музыкантов будет заниматься организационными, финансовыми и правовыми вопросами студентов. Дебют коллектива состоялся в минувшее воскресенье в культурном центре «Сергелявские огни». Отмечу, что некоторые участники недавно стали лауреатами первого международного конкурса молодых исполнителей «Розовая чайка». Оркестр состоит из учащихся университета и Якутского музыкального колледжа. До знакомства с остальными я увидел 4 студенток СВФУ, скрипачек. Они все из города Покровска. И мы решили это дело продолжить и создать оркестр. На базе СВФУ, да, но мы пока это делаем совместно с Якутским музыкальным колледжем. То есть там студенты музыкального колледжа еще. Нам предоставили вечернее время, мы тут репетируем, занимаемся. В общем, у нас интересная студенческая жизнь. На этом у меня пока вся информация. Спасибо за внимание и хорошего вам дня. С
Спасибо, коллега. Мы продолжаем наш эфир. 10 октября состоится премьера нового фильма «Экспедиция». Это будет первая режиссерская работа известного актера кино, ведущего артиста Саха-театра и театра Алан-Хо Гаврила Минкярова. Герои фильма – известные игроки Саха-КВН. Подробности в нашем следующем материале. В фильме «Экспедиция» пересекаются история и современность, сказка и реальность, любовь и ненависть. Герои фильма – известные игроки студенческих игр Саха-КВН. Жанр нашего фильма – романтическая комедия, но для того, чтобы быть зрелищным и чтобы привлечь внимание наших зрителей, мы интегрировали несколько сюжетов. Это исторический сюжет, это лирика, то есть с романтического происхождения, и комедия. И сочетается вот три новых направления, и такого до этого в истории фильма не было. Поэтому, мне кажется, с этой точки зрения фильм удался. Хочется отметить, что актеры справились с поставленной задачей. Мы постарались показать наших ведущих КВНчиков. Это команда «Олаттар». Они стали обладателями наших студенческих игр, поэтому в основном играют они. По сценарию фильма студенты СВФУ и ИГСХ во время своей практики отправляются на совместную экспедицию в Кангаласский улус. Действие картины разворачивается в бассейне реки Лена. Главные роли исполнили КВНщик и вайнер Борислав Степанов и Ольга Дорофеева. Было весьма трудно переключиться от сцены в кадр, потому что ты на сцене выступаешь как-то вот мимиками, жестами, лицом, там, вот, бровями, ноздрями, всем угодно. А в кадре ты должен играть именно душой, вот, и должно идти изнутри. Из-за этого были, да, какие-то трудности, но вот наш режиссер, наш друг Гаврил Семенович Минкяров очень сильно помог мне вот реализовать именно себя в качестве актера. Он как-то воодушевлял нас, и у него был отличный подход к каждому из нас. Помню, вот каждого звал в свою палатку, в свою лоджию, так сказать, и типа нас указывал, в каком направлении нужно идти, что нужно чувствовать, как играть, и немножко вот какие-то тренинги проводил свои. Премьера нового фильма «Экспедиция» состоится 10 октября. Это будет первая режиссерская работа известного актера кино, ведущего артиста Саха-театра и театра Алан-Хо Гаврила Минкярова. Наталья Колесова, Арсений Степанов. Новый день. Человечество на протяжении всей своей истории существовало в атмосфере музыки. Ничто и никогда не может заставить перестать людей петь, танцевать, создавать музыкальные произведения и различные инструменты. Так, для сохранения музыкального наследия в 1973 году по предложению Международного музыкального совета ЮНЕСКО был объявлен Международный день музыки. Сегодня он отмечается 1 октября. В связи с этой датой мы, конечно же, не смогли обойтись без музыкантов. Сегодня в нашей студии заведующий кафедрой духовых и ударных инструментов Высшей школы музыки имени Босикова Александр Кузьмин. Александр Эдуардович, доброе утро. Доброе утро. Ну, прежде всего хочу вас поздравить с предстоящим праздником. Как вообще отмечаете, празднуете ли? Да, празднуем, конечно. Это День музыки, это повсеместно. По всему миру празднуется. Эта музыка сейчас занимает уже более такое место в нашей жизни. Один из главных. Почему? Потому что музыка всегда развивает, музыка воспитывает, музыка, в общем, все. С музыкой связано сейчас в нашей республике, особенно в последнее время, музыка очень сильно развилась. Я хочу обратить внимание именно на классическую музыку. Почему? Потому что я работаю в Высшей школе музыки имени Босикова, и этому радуюсь. Вот последние движения, скажем, в правительстве, проект «Музыка для всех», например, да, и это способствует, в общем, развитию особенно детского воспитания музыкального. Но мы сейчас отмечаем, уже начали отмечать, 26 сентября был концерт очень грандиозный в университете. Назывался концерт «Мы из Арктики».
Это, значит, филармония организовала под руководством Натальи Базелевой. Там действительно очень грандиозно было. Было 430 музыкантов. Одновременно играли. Да, задействовано. 200 хор. Да. И филармония всегда дает шикарные концерты. Да, да, шикарный концерт. Это было грандиозно. И просто те, которые были на этом концерте, наверняка это почувствовали, всю мощь, силы музыки. Да? Так, и потом, вчера был концерт в Театре оперы и балета, тоже посвященный Дню музыки, тоже шикарный концерт. Я получил большое удовольствие. Александр Эдуардович, Да. вы хотели рассказать об успехах, да? У вас очень так насыщенно прошло лето. Да, да, я заведую духовыми инструментами, и в этом году у нас особый успех духового оркестра нашего детского. Значит, мы с 9 по 16 июля были в Южной Корее по приглашению корейской стороны. Мы обслуживали чемпионат мира по водным видам спорта, культурную программу от имени России. Да? И дали 5 концертов. И очень шикарный прием, очень шикарное выступление наши. Даже я тут забыл принести, 2 диска записали там, понимаете? Прямо с концерта. Прямо вот там. Да. И шикарно было. Потом мы стали участниками рекорда Гиннесса, да? Установления рекорда Гиннесса по одновременному исполнению гимна России. Это было Это в 1 Санкт-Петербурге, сентября да? в Санкт-Петербурге. Мы туда слетали, вот, и там было 8 тысяч музыкантов, 20 тысяч хор. Понимаете? Это со всей России? Со всей России, со всех уголков России собрали в одно место, и мы исполняли гимн России. Это было вообще что-то невероятное. Да. Это было на «Зенит-арене». И, в общем, весь стадион был полон. Это второе. Третье. Недавно, вот буквально 3 дня назад мы прилетели из Владивостока. Мы были на всесоюзном фестивале детских духовых оркестров Сибири и Дальнего Востока. Вот там есть, вы знаете, что есть Всесоюзный детский центр «Океан». И там, значит, у нас есть в России духовое общество имени Халилова. И вот их руководством они собрали вот эти детские оркестры, где-то получилось 350 музыкантов, понимаете, да? Вот, детских. И у нас там были мастер-классы. У нас, значит, приезжали именитые профессора, дирижеры, занимались нашими оркестрами. В отдельности. Потом дали мы свой сольный концерт, да, сольный концерт нашего оркестра. И потом в конце у нас был большой гала-концерт, где вот как раз, опять же, одновременно играли 350 музыкантов, программу, которую нам предоставляли. Это было очень грандиозно. Мы стали лауреатами этого фестиваля. Здорово. Да. Александр Эдуардович, огромное вам спасибо за то, что приняли участие в нашей программе. Я еще раз вас поздравляю с наступающим праздником. Желаю вам дальнейших успехов и спасибо вам за такие хорошие новости, приятные этим утром. А можно пользоваться случаем, пригласить завтра, у нас будет в 2 часа Министерство культуры приглашает вас на празднование Дня музыки в музыкальном колледже. 2 часа. 2 Приходите. часа. Приглашаю всех. Еще раз спасибо. Ну а мы продолжаем с новым учебным годом. Мы запускаем уже полюбившуюся всем и нам, и вам школьную рубрику «Все ли мы помним из школьной программы». С самыми интересными вопросами на улице города отправилась наша съемочная группа. Сколько спутников у Земли? Вообще не знаю. Спутников Земли? 1. 1. Луна? 1. Так. 1. 1. 1. Как называется прямая, проходящая через вершину угла и делящая ее пополам?
Гипотенуза. О, вот это геометрия, да, или что? Я честно не знаю. Биссектриса. 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 Так, либо медиана, либо биссектриса. Что празднуют мексиканцы 30 февраля? День мертвых. Ох, это вот я не знаю. 30 февраля. Да. Наверное, Новый год. Наверное, День независимости. Нет? Ничего не празднуют. Нет такой цифры. Да, ничего не празднуют. А когда был основан наш город Якутск? 1635. 375. Сейчас скажу, 1630. 1632 год. 1632. А что такое метаболизм? Ну, это переход из одного состояния в другое, процедура однородных сущностей. Метаболизм? Да. Метаболизм. Это вот я когда с утра просыпаюсь на работу, у меня такой метаболизм. Процесс отработки организмом веществ. Метаболизм – это соотношение между процессами анаболизма и катаболизма. Это процесс обмена веществ. Сколько будет 2 плюс 2 деленное на 2? 2 плюс 2 – 4, деленное на 2 – 2. 2. Ну, 2. 3. Получается 3, потому что 2 делим на 1, потом прибавляем, получается 3. Назовите обозначение золота в таблице Менделеева. О, сейчас по химии, сейчас не... Аурум. Аурум. Золото, да. Аурум. 79-й элемент. Аурум. 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 Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. 24 сентября в республике состоялось торжественное открытие целых 54 точек роста. Что из себя представляют эти центры и каковы их основные цели? Об этом мы сегодня говорим с нашими гостями. Рада представить вам главного специалиста отдела общего образования Министерства образования и науки Республики Павла Григорьева, директора Намской улусной гимназии Александра Новгородова и директора Ойской средней школы Хангаласского улуса Луизу Корякину. Доброе утро, уважаемые гости. Павел Григорьевич, расскажите нам, как прошло открытие, да, в чем суть данного масштабного проекта? Да, действительно, в стране произошло знаковое событие, торжественное открытие, одновременное открытие более чем 2000 школах в 50 регионах страны, в том числе и в нашей республике. Открылось в 54 школах центры образования цифрового и гуманитарного профилей. Значит, что они из себя представляют? Получается, эти центры созданы для, основной целью является обновление материально-технической базы и обновление содержания, методов, технологий, обучения предметных областей, таких как технология, информатика, ОБЖ. Таких открытия торжественные прошли в такой праздничной атмосфере. Ребята очень были довольны, удивленными взглядами смотрели. Наш министр открыл, Владимир Анатольевич Егоров, открыл точку роста здесь в Якутске, в Тулагинской школе. Мы посещали Тулагинскую школу и очень с энтузиазмом и с перспективой очень высказывались и педагоги центров, и, естественно, дети. Все для них это новое оборудование, новые, чистые, красивые помещения. Помещения, значит, центры состоят как минимум из 2 помещений, которое не менее составляет 40 квадратных метров. Значит, она делится на кабинеты формирования цифровых и гуманитарных профилей,
Ну и вторая зона – это коворкинг-зона, куда входит и медиа-зона, также и шахматная зона, и коворкинг-центр, где ребята будут создавать какие-то свои проекты и так далее. Да? Центры такие создаются и еще и с напором на то, что нацелены на сельской местности и малых городах. Очень отрадно, что федеральный проект «Современная школа», нацпроект образования именно нацелен на то, чтобы каждый ребенок, находясь в отдаленной местности, мог также и приобщиться к таким вот современным технологиям. Можно еще дополнить, все-таки в следующем году мы планируем уже открытие в 96 школах, далее, значит, в 171 и в 2022 году откроются такие точки в 286 школах. Да. Ну и, как мы знаем, наш проект у нас длится до 2024 года, и в 2023-2024 годах планируем также участвовать и в федеральных конкурсах. Уважаемые директора, расскажите нам об открывшихся точек роста в ваших районах. Да? Все ли готово, работает ли, какое оборудование закуплено? Ну вот мы тоже открылись в единый день и час, как и все другие наши коллеги. В центре тоже, как сказали, 2 помещения. Сделали ремонт, закупили мебель для этих помещений. Нам предоставили оборудование цифровое. Вы сказали, да, сколько стоит оно? 1 600 000, да? Вот. И начались занятия. Вот так работаем. Учителя прошли дистанционное обучение. И очные курсы учителя технологии прошли. И вот планируется обучение учителей ОБЖ и информатиков. Александр Валерьевич? Ну, мы под свой проект выделили отдельное здание, у нас есть мастерская, мы ее полностью переоборудовали. Раньше были уроки технологии и, для юношей и девушек. Сейчас там будет у нас и коворкинг-центр, и, там шахматный класс, и станки с ЧПУ, и квадрокоптеры, и так далее, и так далее. Вот все, что по нацпроекту нам выделили, мы все туда установили, и, в принципе, мы уже начали работать, сделали расписание отдельно для каждого учителя, и они в течение недели в рамках неурочной деятельности осуществляют свое обучение. Хотелось бы сказать, что проведена была большая работа за это лето. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить главу нашего УЛУСа Юрия Иннокентьевича за поддержку, за то, что мы смогли сделать капитальный ремонт в нашей мастерской. Очень много средств тоже было выделено. Этот проект подразумевает софинансирование, поэтому от УЛУСа только для нашей школы было выделено 1 200 000 на капитальный ремонт и плюс еще 250 000 на приобретение мебели. Но у нас в УЛУСе открылась не одна точка, не только мы. Еще открылась также в Хатанарынской школе, поэтому для УЛУСа это такая, скажем, еще дополнительная нагрузка получилась. Но у нас наш глава сконцентрировал все финансовые средства и помог нам открыть эту точку роста. Отлично. Дети наверняка в восторге, да? Да, конечно. После открытия мы держали все так в секрете. После открытия мы открыли двери этой точки роста. Все привыкли, что мастерская была сперва в прошлом году в одной, в одном стиле, а тут уже фирменный стиль точки роста, уже заверенные тона, эти цвета, все. Современно. Да, современно, все, мебель. Огромное спасибо, уважаемые гости. Удачи, успехов дальнейших. Спасибо за участие в нашей программе. Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. 30 сентября на календаре. И к этой минуте я рада представить вам наших еще одних гостей. Международная выставка научно-технического творчества прошла в Объединенных Арабских Эмиратах. Сегодня в нашей студии ученик 10 А класса информационно-технологического лицея номер 24 имени Варшавского. Это Владислав Ижик и ректор Малой академии наук Республики Саха-Якутия Василий Павлов. Доброе утро. Доброе утро. Уважаемые гости, Василий Климович, очень рады вас по традиции встречать в нашей студии. Масштабное мероприятие, да, выставка проводится
как нам известно? Оно проводится уже с 80-х годов. С 87-го года, да. 87-го года. Это очень популярное мероприятие и самое масштабное по своим, значит, объемам, количеству участников и по охвату. Фактически здесь участвуют все континенты. В этот раз было 57 стран и свыше 2000 участников, 1000 разных проектов. Так что было очень интересно. Это так называемая кросс-секция, то есть сечение всего того, что происходит у молодежи сейчас в области науки и техники. Мы могли это увидеть. Ну вот Якутии тоже посчастливилось съездить, да? Да. Ага, расскажите подробнее. И здесь у нас, значит, очень такой интересный молодой исследователь. Это Владислав Ишек, который занимается блокчейн-технологиями и показал себя, значит, очень таким продвинутым человеком в этой области, да, и он сам может рассказать, в чем же заключается блокчейн-технологии, которая сейчас вот является уже той нормой, которая может в дальнейшем проявиться, да, так сказать, как в качестве Владислав, самых расскажи, интересных и пожалуйста. нужных технологий. Что это за исследование такое? Незадолго, Рассказывай, ага. однажды я читал новости и заметил то, что доктор и инженер с поддельными дипломами проводили и хирургическую операцию, занимались проводили, прошу прощения, доктор проводил хирургическую операцию с поддельным дипломом. Тогда мне пришла идея о применении технологии блокчейн. Почему именно ее нужно применять? Потому что информацию в ней нельзя изменить. И тогда мне стало интересно, как можно это применять в сфере образования, то есть верификации дипломов высшего образования. Блокчейн — это вот дословный перевод это какой будет? База данных. Но в отличие от классической базы данных, она состоит из цепочки блоков. А уникальность этой технологии заключается в том, что информацию в ней нельзя изменить. Ну как долго ты работал над своим проектом? В течение 2 лет. Ничего себе. И насколько успешно ты защитил свой проект? Ну, успешно. И вот это самое замечательное в том, что мы, значит, Владислав не только был участником, да, так сказать, данной конференции, но также он сумел встретиться с большим количеством специалистов, профессорами, которые в данной области работают. Да, так сказать, были очень интересные поездки в университеты Абу-Даби, которые сейчас являются одними из самых, значит, более финансируемых, капиталовложения огромные туда даны, да, так сказать, и смогли встретиться и поработать с интересными профессорами. Вы можете же рассказать, какие были лаборатории, которые вы посетили, да? Да, очень интересные лаборатории мы посетили. Нам показали всяких разных дронов, квадрокоптеров, например, такие как, они могут тушить здания в течение 20 минут, очень быстро перемещаться по воде. Это техника, да? Да, это техника, все. Очень интересные комнаты для тестирования, то есть и все здания, которые можно тушить, все технологии, за которыми исследовать, все там есть. Очень плодотворные встречи у тебя прошли, да? Ага. Ну вот что-то тебе конкретно, может, посоветовали? Мне не посоветовали, мне предложили Предложили даже? Что? Поступить. Куда? В университет, в Абу-Даби, технический. И ты? Ну, что планируешь? Планирую поступить. Планирую. Ага. А как в школе у тебя дела? Хорошо учишься? Ну, пятерки? 4-5. 4-5. А любимый предмет? Информатика. А как учителя относятся и вот твои одноклассники, да, относятся к твоему рвению, к твоим интересам? Ну, хорошо относятся. У нас в классе несколько учеников, которые занимаются проектами.
Да, я хотел бы сказать, что вот сама школа, да, это находится в Нерингре, школа номер 24, информационно-технический лицей, и там просто создано очень интересное сообщество инженеров, да, так сказать, молодых исследователей. Это фактически такой живой организм, который сейчас дает очень много результатов, полезных для нашей республики, да, и вы можете даже рассказать про своих научных руководителей, да, так сказать, и поблагодарить их прям. Ну да. Хочется поблагодарить моих научных руководителей Михаила Сергеевича Жилина и Гачеева Дандока Галсановича. И также хочется поблагодарить моих родителей, Министерство образования и мою школу, информационно-технологический лицей номер 24 города Нерингре. Владислав, спасибо тебе, что ты такой замечательный. Спасибо вам за участие в нашей программе. Дальнейших успехов, несомненно, чтобы все мечты обязательно твои исполнились. Спасибо за участие. А мы продолжаем. Правительство России утвердило изменения в правила противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе МЧС России, которая инициировала внесение изменений. Правительство Российской Федерации одобрило ряд требований, направленных на обеспечение пожарной безопасности. Теперь законом запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах, общежитий и номерах гостиниц. Таким образом, россияне не смогут жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже курить. Вместе с тем, запрет на курение в пожароопасных и взрывоопасных местах не касается специальных мест для курения. Кроме того, правилами установлены и новые требования к обеспечению пожарной безопасности в медицинских учреждениях и кинотеатрах. Так, кинотеатры обязали перед сеансом информировать зрителей о действиях в случае пожара. Что касается больниц, теперь палаты для детей и тяжелобольных будут размещаться преимущественно на первых этажах. Новые правила противопожарного режима вступают завтра, 1 октября. А также завтра, 1 октября, жители столицы смогут увидеть и узнать, что такое смарт-библиотека. Первая библиотека на Дальнем Востоке. Сегодня в нашей студии мы о ней будем говорить с заместителем директора по библиотечной работе централизованной библиотечной системы города Якутска Анной Ивановной Слепцовой. Анна Ивановна, доброе утро. Доброе утро. Итак, ну что означает смарт, да? Чем она отличается от привычных нам библиотек? Смарт-технология подразумевает чипирование читательских билетов и фонда библиотеки. То есть теперь, когда вы подойдете в нашу смарт-библиотеку, у вас будет возможность воспользоваться специальными терминалами и самому пройти весь путь. Вот, допустим, вы подходите к терминалу, там, понятно, уже для нас, после того, как мы все пользуемся банкоматами системы, вы предъявляете читательский билет и ложите на специальную кафедру все книги, которые хотите взять, и технология сама считывает эти чипы и вносит в ваш аккаунт литературу, которую вы хотите взять, и тот же самый путь, когда уже возвращаете книги. То есть это очень удобно. Очень интересная технология, и мы очень рады вообще, что такое происходит у нас в республике. Это действительно что-то новое, да? Стоит отметить, что библиотека открывается в тестовом режиме, да? Все верно. Ага, что это значит? Тестовый режим означает, что, ну, во-первых, мы прошли очень большой подготовительный этап, так как открытие здания у нас состоялось еще в марте. Все это время мы усиленно готовились к тому, чтобы открыться. Наконец-то этот день настанет завтра. И тестовый режим означает, что мы наконец-то увидим, как система будет работать при постоянном потоке читателей. И в то же время мы хотим получить обратную связь от пользователей, как им вообще эта система, удобна ли она, хотим услышать предложения, пожелания, какие-то отзывы. Поэтому пока мы называем это тестовым открытием. Но смарт-библиотека – это не только площадка для чтения, да, это еще и площадка для творчества. Что будет происходить мы в стенах библиотеки? Хотим, чтобы библиотека стала местом, где человек может постоянно развиваться не только путем чтения, естественно, но и
путем посещения различных кружков, разных активностей. У нас будет специальный культурный центр, который будет за это отвечать, за то, чтобы в библиотеке постоянно что-то происходило, везде можно было поучаствовать. В будущем мы планируем открыть YouTube-канал, где можно будет просматривать различные лекции, интервью. И наша маленькая мечта – это сделать первый библиотечный подкаст на Дальнем Востоке в том числе. Ну, это еще не все. Ну, я оставлю немножко интриги для тех, кто придет в нашу библиотеку. Конечно. А на кого рассчитана библиотека? Кого ждете? Ага. Ну, у нас нет ограничений. У нас, как сказать, в концепции библиотеки есть такая интересная мысль, что мы находимся на 203-м микрорайоне, и мы решили обыграть вот это вот 203. 2.0 – это то, что у нас высокотехнологичная библиотека, и 3 – это 3 возраста, то есть детский, юношеский и взрослый. Мы ждем абсолютно всех, специально разделили зону обслуживания на детский и взрослый, чтобы сразу было понятно, где будет происходить то, что нужно именно вам и вашим детям. Но еще раз скажем, что завтра состоится запуск работы в тестовом режиме, да, умной библиотеки. Что готовите для своих посетителей и будущих постоянных читателей? Ну, мы ждем всех завтра с 10 часов. У нас будут специальные билеты для первых 100 читателей. Для первых читателей в этот день у нас будут еще маленькие подарочки. И в 12 часов будет маленькая торжественная часть, где мы, наконец, представим наш коллектив, все центры досуговые, которые у нас будут. И будет еще открытие выставки выпускников АГИКи, где можно будет увидеть, как молодое поколение видит дизайн книг. Вот. Очень интересная выставка. Ждем всех. Мы находимся по адресу Ларионова 12А, 203 микрорайон. Подписывайтесь на наш инстаграм ЦБС Смарт. Здорово. Анна, огромное вам спасибо за участие в нашей программе. Несомненно, приглашаем всех якутян посетить умную библиотеку, первую библиотеку на Дальнем Востоке. Такую, конечно, грех не сходить, посмотреть. Удачного дня, успешной, плодотворной работы. Спасибо. У нас небольшая рекламная пауза. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. 30 сентября, последний день месяца. Узнаем, что нам сегодня готовит погода. Прогноз погоды на канале НВК СХ. Итак, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила -1, -6 градусов. Днем ожидается до +11, +12. В Заречьях -5, 0 утром, днем +8, +10 градусов. В Южных 0, +2 градуса утром, днем до +14, 15. В Вилюйских +1, -5 утром, днем +8, +9 градусов. В Нижнеленских 0, +1 градус, днем +2, +9. В Западных +1, +5 утром, днем +8, местами +13. В Колымайдигирских -4, +2 утром, днем 0, +4 градуса. А в Янских -8, +1 утром, днем -2 до +6. На северо-западе 0, +2 утром, днем +3, +4 градуса. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила -4 градуса. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Днем в городе Якутске ожидается +4, +6 градусов тепла. Ежегодно 30 сентября во многих странах отмечается профессиональный праздник устных и письменных переводчиков. Международный день переводчика. С представителем профессии встретилась наша съемочная группа. В
2017 году Генеральная ассамблея ООН на своем очередном заседании единогласно приняла резолюцию, в которой признается роль профессионального перевода в объединении народов, содействии миру, пониманию и развитию. И с тех пор 30 сентября было объявлено Международным днем перевода. Цель международной даты – подтвердить, что профессиональный перевод как ремесло и искусство играет важную роль в сближении народов, содействии диалогу, взаимопониманию и сотрудничеству, обеспечению развития и укреплению международного мира и безопасности. Александр Шуляк родился в семье учителей английского языка, и сегодня через его переводы научная мировая общественность узнает о достижениях, разработках якутских ученых. Работал в нефтегазовой компании, в авиации, сейчас вот в геологии, то есть как-то вот технические все такие вот направления. И уже много лет уже привык, понимаю, что без этой профессии никуда. Я непосредственно занимаюсь переводами научных статей наших ученых, сотрудников института, которые, соответственно, печатаются в западных научных журналах. И, соответственно, западные специалисты могут узнать о каких-то вот идеях, мыслях наших ученых. Потом все это дело каким-то образом может обсуждаться, дискутироваться. Наши специалисты выезжают на какие-то встречи, конференции, происходит какие-то, обмен мнениями. Английский язык – это язык международного общения, на нем и вся документация, не знаю, там в ООН какие-то, не знаю, все документы делаются, да? Фильмы, музыка, книги, это же вот очень много всего этого на английском. Хотите смотреть фильмы без перевода, учите язык. Хотите читать книги в оригинале, учите язык. Дорогие уважаемые коллеги, поздравляю вас с профессиональным праздником, праздником переводчиков. Желаю всем нам успехов в нашем непростом труде. Доброе утро, мы продолжаем. Российские ученые создали продукт, стоимость которого сейчас составляет порядка $90 за килограмм. Искусственное мясо может поступить на прилавки России к 2023 году. По данным Очаковского комбината пищевых ингредиентов, исследование проводилось на протяжении 2 лет. При этом, чтобы получить первые 40 граммов мяса, выращенного в лабораторных условиях, пришлось потратить 900 тысяч рублей. Отмечается, что при решении правового статуса продукта искусственное мясо могут выпустить в продажу уже к 2023 году. Сейчас стоимость такого продукта составляет порядка $90 за килограмм, в то время как 3 года назад оно стоило в районе 100-300 тысяч долларов за килограмм. Эксперты полагают, что через 5 лет килограмм культивируемого мяса говядины в рознице будет стоить 800 рублей. Эксперты полагают, что ученые отмечают, что искусственное мясо безопасно для человека, а срок его хранения в 2 раза превышает срок хранения обычного мяса. 50 молодых якутян получили путевки на обучение в лучших образовательных учреждениях страны и мира. За звание победителя деловой игры «Министр» боролись 110 финалистов. Сегодня в нашей студии финалист и обладатель путевки на обучение в международной школе бизнеса «Солбридж» в Южной Корее Мария Садовникова и обладатель гран-при деловой игры «Министр» Иван Жданов. Доброе утро, Мария. Иван. Доброе утро. Ну, и очень интересно, какие вами были защищены проекты, каким образом это происходило, индивидуально или групповые, да? Ага. Нами были защищены как личные, так и групповые проекты. Ага. Но тут в этом году произошли изменения в правилах игры. Можно было участвовать 2-й раз, и зачет был личный. То есть нас на команды делили каждый раз по-разному. То есть мы всегда работали в незнакомой среде, практически первый раз виделись, и за 1-2 часа мы должны были уже создать команду, сдружиться, сработаться, ну и отстоять свой проект. Были у нас в нашей возрастной группе был очень интересный социальный проект. Группы поделили по 10 человек, и мы выезжали в социальные объекты. Нам попался реабилитационный центр для инвалидов и пенсионеров на
Рихарда Зорги, наша задача состояла в том, что развлечь посетителей, определенные там игры провести, занятия провести. И параллельно мы должны были сформировать программу по развитию центра и улучшению благосостояния людей, посетителей. Вот. И наш проект именно нашей команды выиграл в голосовании между командами. Здорово. Иван, ну а в вашем случае? Ну, в нашем случае у меня группа была чуть-чуть другая. Группа С — это среди руководителей с опытом работы. То есть формат сам по себе игры действительно очень интересный, потому что сейчас вот Якутия, можно сказать, идет, так сказать, в ногу со всей Россией, потому что в России сейчас очень популярны вот эти так называемые социальные лифты, различные проекты, и флагманские проекты есть и во всех регионах что-то похожее. Вот сейчас Якутия в этом году впервые формат привела к общероссийскому формату. То есть это действительно задания делились как групповые, так и индивидуальные. Группы постоянно менялись. И самое интересное было то, что индивидуально каждого участника оценивала группа независимых экспертов. То есть это люди, которые ходили всегда вокруг, они не общались ни с кем с участником, делали свои какие-то пометки. И в конце мы все должны получить такую объективную, реальную оценку. То есть есть победители, есть люди, которые не попали в тот список победителей, но тем не менее для них, мне кажется, это очень хороший опыт. И самое главное, что после этой игры они получат объективную оценку их реальных компетенций, смогут посмотреть, что им необходимо будет подтянуть, и обязательно надо участвовать в подобных лифтах в будущем. Ну, известно, что все эти проекты, они будут реализованы еще в течение предстоящего года, да? Это все прям очень серьезно. Ну, председатель правительства нам сказал, что действительно этот формат игры «Министр» буквально в последний день игры претерпел небольшие изменения, и вот эти все проекты, которые ребята защищали в последний день, они будут дальше развиваться, и один получит действительно финансирование, и его, возможно, воплотят в жизнь. А расскажите немного о себе, чем вы занимаетесь в жизни, может быть, обучаетесь, работаете? Я работаю начальником отдела в акционерном обществе «Сахагипрозем». Что еще? Жена, мама, все как обычно. Но у меня активная жизненная позиция, очень много идей в разных сферах. Мария активистка, да, мне известно. Разные акции проводила в свое время, и поэтому для меня игра «Министр» — это очень классная и встряска, и возможность показать вообще свои идеи, может быть, что-нибудь воплотить в жизнь. Я работаю в компании «Сахаэнерго» начальником управления. На протяжении последних 6 лет работаю в группе компании «Якутскэнерго». Занимаюсь северным завозом. То есть для меня это на протяжении последних лет самая большая такая и тема, с которой мы занимаемся. И вот сейчас как раз начинается период подготовки к осенне-зимнему периоду. То есть наши технические специалисты готовят оборудование для прохождения этого осенне-зимнего периода без сбоев, а мы занимаемся подготовкой к началу северного завоза, потому что зимний для нас это пик работы. Ну, а что бы вы могли пожелать участникам будущим, да, которые в будущем хотели бы принять участие? С какими сложностями, может быть, им придется столкнуться, да? И вообще, почему надо принимать участие в подобных конкурсах? Прежде всего, это проверка себя, насколько ты далеко можешь пойти, насколько у тебя хватает смелости. И вообще, как отмечали жюри, даже просто подать заявку, просто на отборочный этап, это уже ты делаешь шаг вперед, и надо, конечно, пробовать. А если проходишь дальше, то не бояться заданий, не бояться там каких-то препятствий, и просто идти вперед, быть открытым и быть смелым, чтобы свои идеи всем донести. Я бы еще добавил то, что ребятам, которые сейчас уже участвовали, или те, которые будут участвовать в будущем, не надеялись на случай. То есть все равно любой результат – это результат плодотворной, планомерной, пошаговой работы. То есть если вы хотите занимать какие-то призовые места или быть где-то в топе в конкурсах социальной направленности или в каких-то деловых играх, то начинайте эту работу уже сейчас. То есть для чтения книг, посещения семинаров, возможно, каких-то дополнительных курсов. А альтернативные такие же игры везде, даже не только в республике, но и в России.
То есть участвуйте заранее, и к следующему году на игру «Министр» приходите подготовленными, и у вас все получится. Призы действительно очень хорошие. И будете сидеть в студии нашей программы, да? Да. На всю республику. Огромное вам спасибо, Мария и Иван, за то, что вы такие позитивные, молодые, открытые, столько у вас идей, да? Спасибо вам за участие в нашей программе. Дальнейших вам успехов обязательно. Во благо всей нашей республики. Ну а я с вами, дорогие телезрители, прощаюсь. Хочу напомнить, что все выпуски нашей программы вы всегда можете посмотреть на нашем YouTube-канале «Утро НВК», если вы что-то пропустили. И, у нас всегда много гостей, поэтому очень важная информация, возможно, была упущена. Поэтому смотрите YouTube, а также наша страница в Инстаграме «Утро НВК Саха». Ну а я с вами прощаюсь до завтра. Увидимся завтра в это же время, в этой же студии. Удачного дня, отличного настроения.